Что мотивирует тебя усердно работать? Ну, честно говоря, это просто деньги. Что еще может быть? И возможность показать себя. Ой, лучший подарок. Даже не знаю. Знаешь, наверное, это огромная валентинка. Сейчас это взбесит моего парня, потому что эта валентинка не от него. Вот, но это была прямо огромная такая валентинка. Он мне ее подарил прямо в школе при всех, и мне было очень приятно. Вот. Ну и огромная шоколадка такого же размера. Вот, наверное, это... Почему-то я это вспомнила сразу. А худший подарок? Худший? Да нет, такого не было. Какой самый лучший комплимент ты получала в жизни? Ну, это в рабочем плане. Сказали, что я лучший фотограф в Туве. Вот. Это очень приятно. Как ты давно занимаешься? Наверное, года 4 где-то. Я не читала. Года 4-5. А что сподвигло? Что сподвигло? Ну, я просто сначала фотографировала себя. Потом люди захотели, чтобы я сделала что-то из них. Такие сказали, вот давай, ты же можешь типа себя снять, значит, ты нас тоже сможешь красиво снять. Я такая, ладно. Под красиво понимается в виду местами 18+. Моменты. Да, я такое тоже люблю снимать, но редко получается. Не каждый готов на это. Толерантность, это уважать границы других людей, это уважать просто, какие они есть. Допустим, это не важно, твой гендер, может быть, ты бисексуал или еще кто-то. Это просто его дело. Мы не должны на это как-то заострять свое внимание и негативно к этому относиться. Что бы ты выбрала? Ум или внешность? Ум. Почему? Потому что ум – это сексуально. Тогда. Глеб очень умный, несмотря на то, что у нас разница с ним 4 года, то есть он меня младше на 4 года. Мы творческие люди, он рисует. То есть вот эту вот даже футболка, да он ее сделал, просто я ее постирала неправильно, а так она была очень даже ничего. Сейчас все начали раскрываться как личности. Мне кажется, люди со временем начали показывать свое истинное «я». Они теперь более стали открыты. То есть раньше это было не так круто показывать, и посмотрите на меня, я весь такой крутой. К тому же сейчас много площадок для этого, чтобы человек раскрылся. Да. Кстати, расскажи о своем проекте «Соль». Я просто хотела рассказать о людях, у которых когда-то произошла такая ситуация сложная в жизни, и как они с ней справились, чтобы это мотивировало, чтобы люди, которые читали это, думали, это похоже на меня. Смелый поступок, я считаю, сейчас, в наше время, это родить ребенка. Потому что дать этому миру просто человека, это очень сложно, потому что это огромная ответственность. А тату на теле не станет больше? Станет больше, да, когда я найду наверняка. Мастера. Я ищу хорошего мастера, потому что... Это не законченная работа у тебя? Это не законченная, да. Что вот здесь будет? еще должно быть. Я здесь хотела, нарисовать pain. Как нарисовать? Написали, что pain по-английски, да, типа боль. Но это выглядело бы как-то по-зэковски, что ли. Я такая, ладно, не буду. Придумаю что-нибудь другое. Может быть, какой-нибудь браслетик. Это дракон? Это дракон, это Хаку. Может быть, ты смотрел аниме? Не любитель. Позвать, если можно, я могу, да? Я хочу позвать людей на свой новый проект «Соль 2», или, может быть, я найду какое-нибудь другое название, но мне пока что нравится «Соль». Я все еще не набрала людей. Я даже не то, чтобы набираю людей, я не смотрю, какая история у них. Мне не важно, насколько она там будет драматичная. Видишь, я просто хочу... чтобы их истории были разные. То есть, например, там домашнее насилие или еще что-то, то, что я еще не обсудила.